Нас 170 тысяч. Именно столько жителей республики входит сегодня в категорию «молодежь». Это от 14 до 30 лет, говорит спикер молодежного парламента. У ребят на местах немало идей, как улучшить микроклимат и настроение масс в целом. Так они намерены бороться за увеличение бюджетных статей расходов на молодежь. А еще продолжать поиски инициативной молодежи, которая готова работать на пользу республики. Согласно последнему посланию нашего президента Владимира Владимировича Путина, он говорил о том, что нужно, чтобы у некоммерческих организаций была возможность обеспечения доступа к бюджетным средствам. Как пример, Емва – единственный в Коми город с федеральным статусом территории опережающего развития. В местном координационном совете, который фактически решает, каким должно быть будущее этого муниципалитета, совсем нет молодежи. Мы хотим уже существующие инструменты, механизмы больше расширить, предоставить молодежи право выбора, самореализации, то есть не воспринимать нас как младшее поколение, а как те, кто смотрит вперед. Видимо, в альтернативу Корсовету парламентарии планируют открыть в той же Емве центр, который бы занимался выявлением талантливых и активных кадров, чтобы помогать продвигать их и их идеи. А за следующий год поставлена задача повысить узнаваемость и влиятельность представительного органа. Для этого в каждом районе создаются свои молодежные советы. До 2016 года их было всего 6. Сейчас с подачи младопарламентариев стало 9. Конечная цель – покрыть всю республику. Нам, во-первых, надо понимать, что молодежь хочет на территориях, потому что территории разные, районы разные, у всех цели и задачи в жизни разные, и качество жизни на территориях тоже разное. Нам нужно понимать информацию и поднимать так называемых, с полей, с территорий, и уже чтобы здесь мы обсуждали те вопросы, которые волнуют реально молодежь на местах. К слову, несерьезность муниципальных властей к теме прямо задевает активистов. Они дерзко и публично требуют, чтобы их позиции учитывались не на словах, а на деле. К тому же это пересекается с интересами региона. В ноябре, например, о проблеме говорили члены детского общественного совета. Принимая юных борцов за права у себя в кабинете, глава согласился с их желанием включиться в составы официальных общественных советов. Причем не только на местном уровне. И на муниципальном уровне, и на региональном, в том числе, есть общественные советы при министерствах, особенно те, которые занимаются впрямую в отношении детей, в том числе образовательные, и социальные темы, и темы здравоохранения. Это тоже немаловажная история. Ну и, конечно, Министерство спорта, физической культуры, там тоже ваше мнение будет учитываться. Обязательно, конечно. Еще одно направление, на котором хотят сосредоточиться молодые политики – формирование политической повестки дня. Для этого они планируют внимательно прислушаться к потребностям граждан через социологические исследования и живое общение. Мы будем участвовать в выборной кампании 2018 года. Есть определенный общественный запрос на молодых неполитических кандидатов. Мы видим поддержку нашего электората. В молодежном парламенте представлены люди, за которыми огромное количество некоммерческих организаций, за которыми предприятия, за которыми люди, народ, жители Республики Коми. Речь тут про свободные мандаты в Госсовет, районные советы и сельские поселения. К сентябрю следующего года младопарламентарии рассчитывают подготовить, цитата, «достойный пул независимых кандидатов с поддержкой молодежи». Причем мартовские выборы станут хорошим подспорьем, чтобы отработать тактику, понаблюдать за процессом и более плотно пообщаться с избиркомом по юридическим тонкостям. Роман Истомин, Олег Костромин, телеканал «Юрган».